Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Ассамблея народа Казахстана в рамках акции «Безбергемис» оказала поддержку врачам, которые борются с коронавирусом. Общественное объединение «Узбекский культурный центр», филиал Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана в Алматы, татарский центр «Ильдаш» передали 350 электронных термометров новому модульному госпиталю, который был построен в кратчайшие сроки. Для приобретения медицинских приборов финансовую помощь оказали представители татарского центра «Ильдаш» Ниязова Нурия, председатель Узбекского национального культурного центра Исматуллаев Абдулла и заместитель председателя филиала Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана в Алматы Долкунтай Абдулхалил. Электронные устройства в госпиталь доставили и специально вручили председатель татарского центра Ильдаш Ниязова Нурия, заместитель председателя Узбекского национального культурного центра Уралбаев Халил, сотрудники РГУ Когамдык Келесим при президенте Республики Казахстан Хамзин Куат и председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Кайрыев Рустам. Отметим, что Ассамблея народа Казахстана всегда вместе с народом. Они выразили слова благодарности медицинским работникам, которые находятся на передовой и, рискуя своей жизнью, буквально работают на износ. Что буду делать в ближайшие 16 лет? Что лучше я могу сделать? Готовиться к встрече с Богом. Владеть недвижимостью, заниматься бизнесом, тренировать боксеров – все это не поможет мне попасть в рай. Бог наблюдает за мной. Бог не похвалит меня за то, что я побил Джо Фрейзера. Неважно, из Англии мы или из Америки. Неважно, насколько мы богаты. Все это Его. Важно, как мы относимся друг к другу, как мы помогаем друг другу. Так что я собираюсь посвятить свою жизнь, используя свое имя и популярность, чтобы творить добро, помогать людям, объединять их. Люди взрывают друг друга из-за религиозных разногласий. Нужны люди, которые бы помогали творить мир. Когда я умру, я хочу увидеть рай. Хочу попасть туда. Как долго мы живем? 80 лет. Все, кто сейчас в этой аудитории, некоторые из вас будут мертвы через 20 лет, некоторые через 50, кто-то умрет через 30 лет. Туристический сезон в Турции из-за распространения коронавируса может начаться лишь в конце мая. Сначала в стране разрешат внутренний туризм, и только потом Турция распахнет двери для иностранцев. Ранее предполагалось, что турецкие отели примут первых отдыхающих после карантина в начале мая. Аналогичное решение было принято и властями Таиланда. При этом некоторые страны спешат воспользоваться ситуацией и уже открывают курорты. Пользуясь случаем, мы в сегодняшней программе вас познакомим с известной как в Кыргызстане, так и в Турции курортной зоной Кушадасы. Прежде чем рассказать о Кушадасы, позвольте представить вашему вниманию беседу с губернатором провинции Айдын, которая входит в состав этого района Кушадасы, Явузом Селимом Хожгером. Hoş gördük sizleri. Bugün sizin misafiriniziz. Türkiye topraklarındayız. Bizim dede baba topraklarımızda, bizim güvenç yerimiz olan Türkiye'mizdeyiz. Burada sizleri görmekten çok mutluyuz. Bugün biz Aydın şehrindeyiz, değil mi? Evet, Aydın'dayız. Aydın hakkında neler anlatabilirsiniz efendim? Evet, Aydın, hoş geldiniz öncelikle Aydın'a. Aydın Türkiye'deki 81 vilayetten birisi. Ege kıyılarında. Губернатор тепло принимал нас и приветствовал наших кыргызстанцев.
Я рад приветствовать вас. Хочу познакомить с провинцией Айдын. Провинция Айдын в Турции – это небольшая область на побережье Эгейского моря между Измиром на севере, Денизли на востоке и Муглой на юге. Численность населения около 2 миллионов человек. В составе провинции Айдын 17 районов. Провинция Айдын знаменита инжиром, крупнейшей в Турции площади инжира. Айдын является ведущим производителем инжира в Турции и экспортером сушеного инжира во всем мире. Ежегодное производство Турции примерно 50 тысяч тонн сушеной ягоды. Почти все из Айдына. Здесь выращивают 271 сорт фиговых деревьев. Выращиваются также фрукты, оливки, зерно, хлопок, табак. У нас есть рекордное количество оливковых деревьев – 250 миллионов. Айдын производит маслины из разновидностей мемичит, мансалья и гемлике, а также каштаны, хлопок, цитрусовые, арбузы и другие фрукты. Месторождение медных, железных и мышьяковых руд, лигнита, бурого угля, текстильная, пищевая промышленность, производство цемента. В провинции Айдын 22 античных города. Годовая средняя температура 15-16 градусов тепла. Даже в зиму сохраняется теплая погода. Климат характерен для региона Эгейского моря. Очень жарко летом. Основными источниками дохода являются сельское хозяйство и туризм. В туристическом плане провинция интересна прежде всего как древний регион в долине реки Большой Мендерес или Меандр по-гречески, со множеством развалин античных городов и прочими историческими древностями. Также привлекают сюда туристов многие природные объекты данной области. Главный город провинции Айдын имеет 550 отелей и интересен прежде всего расположенными неподалеку античными городами Тралес и Тирал. На побережье Эгейского моря находится знаменитый курорт Кушадасы с птичьим островом, хорошими пляжами и отелями, круизным портом и античными развалинами Неаполис и Пигела. К югу от Кушадасы, около города Давутлар, находится национальный парк Дилек с нетронутой природой, дикими животными и милыми уединенными бухточками. Также на побережье находится знаменитый курорт Дидим с античными развалинами храма Аполлона и прекрасным пляжем Алтынкум. В районе города Сёке расположены остатки античных городов Приена, Милет, Иосос, Миус, красивое озеро Бафа и морской мелководный залив Карина. В центре провинции находятся города Герменджик, Ортаклар, Инжир-Леова, Кочарлы и Кёшк с античными руинами городов Магнезия и Артасия. На юге провинции gорода Карпузлу и Чине с античными Алабанда, Герга и Алинда, Меандра. Daha bir sorun var size. Biliyorsunuz biz Ortasya'dan geldik. Ataymurt dediğimiz bir ülkeden geldik. Kırgızistan-Türkiye ilişkileri hakkında neler söyler, anlatabilirsiniz bizim izleyicilerimize? Öncelikle ben köken itibariyle Türkmenim. Türkmenistan'dan 450 yıl önce gelmişler bizimkiler. Gelmiş Konya'ya yerleşmişler. Bizim hepimizin Anadolu'daki Türklerin, Türkmenlerin, Yörüklerin kökeni Orta Asya. Несколько слов о себе и о дружеских отношениях между Турцией и Кыргызстаном. По национальности я туркмен. Мои предки 450-500 лет тому назад переехали в Турцию. Они обосновались в Конье. Откровенно могу сказать, что исторической родиной наших предков, юрюк-туркменов, является Средняя Азия. Одна часть разместилась в Азербайджане, другая часть в Анатолии. Мы, турки, узбеки, кыргызы, азербайджанцы, казахи, уйгуры, исторически имели общее происхождение. Мы один народ, живущий в 6 странах. Мы гордимся этим. Сердца наших турецких братьев будут биться в унисон с нашими сердцами, как в печали, так и в радости. Мы будем прилагать совместные усилия для защиты наших общих интересов, для обеспечения благоденствия наших народов. Для этого у нас имеется достаточная политическая воля. Все это, конечно, умилительно и трогательно. Мы живем на родине всего тюркского народа. Как сказал Ататюрк, придет время, когда все тюрки объединятся. Поэтому я хочу поприветствовать всех тюркоязычных братьев. Мы друзья с вами. Между Алтаем и Средиземным морем больше 200 миллионов братьев живет. Если мы все объединимся, то мы будем очень эффективной силой в мире. Я, когда читаю на кыргызском, казахском, узбекском, 90% понимаю, потому что корни слова одинаковые. Burada Aydın'da onları misafir etmek istedim. Kırgız kardeşlerimizi, Azeri kardeşlerimizi, Kazakları, Özbekleri.
Я знаю, что у вас прекрасный город Бишкек, столица Кыргызстана. Замечательная цветущая столица. Богат Кыргызстан природой и чистым воздухом. Просто изумительная природа у вас. Это страна больших возможностей. Кыргызстан – родина моего любимого Чингиза Айтматова. Я с любовью прочитал его романы, книги, чувствовал себя, как, образно говоря, в Иссык-Куле, на железнодорожной станции и в холодной зимушке. Хочу отметить, что люди Кыргызстана очень теплые, радушные, дружелюбные и гостеприимные. Я очень рад встретить вас, мои кыргызские братья в провинции Айдын. Bizim de amacımız buralara gelmekte zaten siz söylediğiniz gibi insanlarımızı bir araya getirmek. Tanışalım. Onlarla tanış olmak, detayıyla tanış olmak. Türk insanı ne severse, nasıl yaşar, ne yer, ne içer, ne giyinir. Aynısını orada bizim kardeşlerimiz ne yapar. История Кушадасы насчитывает несколько тысячелетий. Многие археологические находки свидетельствуют о том, что в этих краях 5000 лет назад жил народ Лелеги. С XI века до нашей эры здесь
туризмом. Стали строиться отели, рестораны и другая инфраструктура, превратившая город в популярный курорт, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, в том числе и из России.
Посетите городские торговые центры. Квартал Калиичи является центром отдыха и развлечений города. Современно оборудованная гавань привлекает яхтсменов. Пляж Тусан-Куштур севернее Кушадасы – один из самых чистых пляжей. Шестого мая жители Гагаузской автономии отмечают праздник Хедзерлес – День Святого Георгия. Его история насчитывает тысячелетия. В основном связан он с приходом лета и началом посевного года. В Приднестровье гагаузская община решила вспомнить традиции и историю этого праздника. Гагаузы встречают своих гостей очень радушно, тепло. Встречают они с таким специальным полотенцем «колач пешкири», что в переводе означает специальное полотенце для калача. А еще у нас есть вот такой специальный сосуд для вина, называется чотра. Тем самым они показывают свое гостеприимство. Этому празднику более 3 веков, что определенно придает ему значимости. В этот день во всей гагаузской автономии выходной. Гагаузы переодеваются в народные костюмы, разные регионы представляют свои традиции и особенности кухни. В этот день не характерно было пользоваться ножами, то есть рубкой костей. Почему? Потому что считалось, что если прибегается к рубке костей или использованию ножа, то покалечится скот в течение года. То есть в этот день люди пекли лепешки, хлеба и дарили их, чтобы год был благородным и урожайным. Особенность этого праздника в приготовлении каурмы – традиционного блюда в виде жареной баранины со специями. Кстати, приправы, которые используются в блюде, собираются непосредственно на полях или вблизи домов. Зимой они сушатся, после чего их добавляют в различные блюда. Гагаузская диаспора в Приднестровье образовалась совсем недавно. Главной задачей считают почитание традиций и истории гагаузского народа. Многие из членов общины давно проживают на территории Приднестровья, и дабы всевозможные гагаузские праздники не канули в лету, было решено создать диаспору на республиканском уровне. Показать своим детям, подрастающему поколению, что нас не так уж много, нашей национальности, мы все же являемся национальным меньшинством на сегодняшний день, возобновить в их жизни эти же традиции, чтобы, допустим, после нашего ухода, чтобы они также чтили, также собирались. Это песня, которую исполняют практически на всех праздниках, и Хедзерлес не исключение. Она называется «Аглан». В ней рассказывается, как благородный пастух любит своих животных и о доме, в котором живет он. Гагаузы считают Аглан вторым гимном. Я на таких мероприятиях практически не была. Но мне очень нравятся вот эти традиции. И вот это то, что настолько они дружны, настолько они вот все вместе. И вот это вот их эмоциональность и веселые, все это
Мне импонирует это, если честно. Потому что белорусы народ более такой, не такой веселый. В том плане, что немножечко расчетный, немножечко спокойный, немножечко холодный. Вот. Нет вот этого вот зажигающего такого огня, как у южных народов. Гагаузские танцы – неотъемлемая часть любого праздника. После трапезы все гости обязательно танцуют под веселые народные гагаузские песни. Еще в этот день мужская половина участвует во всевозможных состязаниях, где проявляют свою силу и ловкость. Участнику, занявшему первое место, дарят живого барана либо петуха. Для многих такой народ, как гагаузы, нечто загадочное и непонятное. Не говоря уже о том, что их язык, носителями которого являются 150 тысяч человек, может иметь какой-нибудь иной статус, кроме редкого. Гагаузы проживают на территории Молдовы и Украины, а также небольшими компактными группами ряда государств Средней Азии. В мире почти 500 000 гагаузов, в Севастополе всего 80 человек. Общество наше молодое, скажем, очень трудолюбивое, музыкальное. В основном все занимаются своей работой, бытом. Она очень маленькая у нас, кстати, можно сказать, потому что насчитывает порядка 10 человек, которые мы образовали. К сожалению, население Гагаузии очень не так распространенно. Гагаузы – потомственные скотоводы. Но на Украине и в Молдавии со временем на первый план вышло хлеборобство и виноградарство. Хедерлес – это большой праздник весны. Как говорится потомками наши, это два праздника – Хедерлес и праздники вина. Это начало года, весна, когда начинаются трудовые будни, скажем, там посев, урожай и все, лето люди трудятся. А осенью отмечаем праздник вина. Это после того, когда уже все поля убраны, урожай убран, все в порядке, все в достатке. Люди отмечают благополучие года того, который уже прошло. Hoş geldiniz dostlar. Buyurun bizim yurtaya. Sizinle hepsimiz birden biraz konuşalım bizim bugünkü yurtta. По-русски будет это «добро пожаловать в наш дом». Приглашаем вас угостить у нас, опробовать наши блюда и пожелать всем прекрасного настроения. Гостей всегда встречают хлебом, солью и бокалом доброго буджакского вина, знакомят бытом и обрядностями гагаузского народа. Один из основных продуктов земледелия гагаузского – это вино, которое, как поется в одной песне, поддерживает нас физически и, естественно, морально. Мы его не пьем, чтобы выпить. Мы его пьем, чтобы получить удовольствие. Гагаузы жили в окружении разных народов. И, естественно, с каждого народа брали, да и сейчас, по-моему, немножко берут что-то в себе. И получалось, что вот в одной деревне одно, в другой деревне другое. И когда гагаузы жили в районе, который называется Добруджа, который сейчас находится на территории Болгарии, этот район, и кусочек этой территории в Румынии, у них было одно окружение. Но когда они 200 лет назад, в конце 18-го, начало 19 века, переехали в Буджакские степи, стало совсем другое окружение. Естественно, оттуда они что-то взяли, что-то привезли. Тут другие народы что-то внесли. Но поскольку гагаузы в основном не воинственный народ, с теми гуляли, повеселились, с этим погуляли, повеселились, посмотрели, понравилось. И тут что-то понравилось. В итоге получилась такая ассимиляция культур разных народов. Гагаузский язык получил письменность на основе кириллицы в 1957 году. С этой даты начинается история гагаузского литературного языка, хотя книги издавались и ранее на приспособленных алфавитах – греческом, старорусском, румынском и арабском. В Гагаузии долгое время не было своей письменности. Народ сохранял свой язык и свои обычаи и культуру. И один из Михаил Чакир впервые издал книгу на гагаузском языке. Это был перевод Ветхого Завета.
Это было в 1905 году. Вообще письменность Гагаузии постепенно была сначала на русской буквами кириллицы, а в последнее время сейчас на латинице. Вот основные книги рассказывают об истории Гагаузии, о ее культуре, о происхождении гагаузов, как они жили, что они участвовали в различных сражениях, как в Первой мировой войне, как во время революции, так и в Великой Отечественной войне. Необходимо отметить то, что гагаузы всегда стремились к службе. Вот эта фотография, это очень старинная фотография, она датируется 1865 года. Здесь видно гагаузы, которые служили в царской армии. Это мы фотографию взяли у своих родственников. Это показывает то, что они не сидели просто так, хоть их и мало было. Они все равно принимали какие-то участия, какие-то мероприятия защиты нашего Отечества и нашей Родины. Долго у гагаузов сохранялись традиции большой семьи. Женились рано, в 16-18 лет. Один из обрядов – посвящение молодых в семейные люди. После – свадьба. Гуляли обязательно 3 дня. Основная гулянка, это попадает на 12 часов ночи, как такой называется большой стол, где начинается основная масса. На празднике здесь большие подарки дарят, понятно, приглашенные, непосредственно именные, кто, в основном овец. Одной из особенностей можно назвать приглашение в гости на большие торжества, типа свадеб или больших дней рождения и так далее. Ведь эти приглашения у нас делаются не просто как открытка или, извините, телефонный звонок, приходи в гости, будешь и так далее. Все ходит представитель приглашающей стороны, ходит по деревне, или по тем людям, которые приглашают, обязательно ходит с вином. И приглашаемая сторона обязательно должна глотнуть глоток вина с емкости, с которым он ходит. Очень большие праздники – это свадьбы семейные, и имеется у каждой семьи имеется свой персональный праздник. Праздник называется курбан. Это слово перекликается с курбаном, который у мусульман звучит примерно так же само, но у мусульман курбан – это общенациональный праздник, а у нас курбан – это семейный праздник, праздник семьи. На свадьбах, когда семья только-только образовывается, крестные родители встают принародно, сообщают им, что вот им на такой-то день дарится барашек, каждый год притом, этот курбанный барашек. Барашек это должен быть молодой, не больше года, именно должен быть барашек, не должна быть овца. И в этот день семья режет этого барашка и готовит, можно сказать, плов. Это не совсем плов, это блюдо из риса, и полностью весь барашек в этом рисе. Говорят, гагаузы без туршу никогда не заходят в зиму. Это перцы для пасты, без которой народ не представляет свою национальную кухню. Гагаузское блюдо – это жидкое блюдо, называется суана-манджи. Это блюдо приготовлено из лука. Готовится она, добавляется туда мясо или баранина, или курица. В данный момент мы приготовили суана-манджи из курицы. Это манджи, оно жидкое, оно перченое, потому что гагаузы очень любят перченые блюда, поэтому кушать его нужно обязательно с хлебом. Ближе ко вторым блюдам это у нас сарма, приготовлена из листьев винограда с мясом и с рисом. Основное блюдо – это брынза, которая делается из молока дойных барашек, который очень широко и хорошо идет вместе с употреблением с вином. Из сладких блюд, из пресного теста мы приготовили из пресного теста это пирог, который мы сделали из творога, а еще делается он еще из брынзы. И называется он пиде. И
Кабаклы. Кабаклы – это дрожжевое тесто, сделано из тыквы. Сладкое блюдо такое, очень вкусное. Очень его любят, причем, когда мы его готовим, его съедают в первую очередь. В наше время традиционная культура гагаузов еще сохраняет свои этнические особенности, что и отличает их самобытность. А проявляется это в обрядах, традициях и одежде. Женщины вышивали сами. И все, что было сделано их руками, то, что они вышивали, это все было в обиходе. То есть вышивали скатерти, клали на стол, вышивали покрывало на кровати. Вот как вот здесь мы видим, это застилали кровать таким покрывалом с вышивкой. Это очень оригинально и красиво смотрелось со стороны. Кроме этого, вышивали рушники, вышивали наволочки на подушки, украшали кровати. И в быту очень славилась тем, что кроме этого ткали ковры, дорожки половые сами. Причем готовили приданое для девочки и родителей, для своей дочки. И если вот зайти посмотреть в доме, то на кровати всегда лежало приданое, это много-много ковров, и сверху были покрыты обязательно покрывала, которые вышиты были своими руками. Это говорилось о достатке данной семьи, и когда девочку отдавали уже замуж, то есть показывали жениху, что у нее, в общем-то, есть все. Сейчас костюмы, именно национальные костюмы именно художественных коллективов, это костюмы более современные, это такие костюмы, как на мне. То есть это или платье, или юбка с кофтой, которые были с орнаментом, и обязательно должна быть жилеточка. Жилеточки одеваются для того, чтобы показать, насколько будет женщина красива, насколько она эмоциональна. И обязательно у данной женщины, так же как и в костюмах более старшего возраста, имеются фартуки. Но они уже вышиты с вышивками, с орнаментом. И также один из элементов остается это манисты, бусы, которые также показывают то, что женщина более богатая, состоит в более богатой семье, имеет более большие достижения в своей жизни. Провозглашенное народным волеизъявлением 19 августа 1990 года Гагаузская республика и узаконенная парламентом Республики Молдова 23 декабря 1994 года автономия открывает перед гагаузским народом новые перспективы.